Приветствую, Скорпионы, на моем канале. Хочу сделать для вас расклад на неделю с 1 по 7 марта 2021 года. Расклад делаю на колоде Уэйта, да, 5 основных позиций, и одна карта с колоды Ошо. Здесь, значит, еще беру два кубика, которые покажут дом и планету, которая будет вам покровительствовать на этой неделе. Смотрите, значит, здесь вот эта карта будет говорить о вашем внешнем, да, состоянии. Это говорит о вашем внутреннем состоянии, то есть это вы как личность на этой неделе. Это говорит о вашей личной жизни, работа, финансы, здоровье. Вот что я тут вижу, да. Смотрите, какая тут интересная разворачивается ситуация, да. Если мы начинаем с вашего внутреннего состояния, да, карта успеха, о чем она говорит? Это, знаете, когда мы хотим все больше и больше. Эта карта говорит о достижении цели, о гордости за себя, об ощущении праздника, да, о каких-то ярких положительных эмоциях. Но она также напоминает, что да, сейчас вы на коне, сейчас вы просто, вот знаете, как победитель на Олимпийских играх, да, с золотой медалью. Но не забывайте, что рано или поздно этому придет конец. Просто будьте готовы к этому, да. Но на этой неделе вы победитель. И подтверждает это и первый дом, и солнце, понимаете, где тоже она говорит. Первый дом – это я, да, это личность, это моя жизнь, да, мое тело, получается, это все, что говорит обо мне. И солнце – это тоже я. Это наше эго, наша воля, наша жизненная сила, наш характер, да. То есть и планета, и дом подтверждают и говорят, да, действительно, вы на этой неделе будете самый главный, да, то есть не какая-то область жизни будет важная, а именно вы как личность, потому что вы добьетесь каких-то очень внушительных результатов, понимаете, здесь прям вот какая-то победа. Победа над конкурентами, над собой, победа, я не знаю, в чем там вы будете, ну, как бы достижение какой-то цели очень важной для вас. И вот смотрите, если мы смотрим, да, на ваше внешнее состояние, то здесь вы находитесь в состоянии борьбы. Да, то есть вы, ну, понятно, что когда к нам приходит успех, да, появляется вокруг много людей, недовольных нашим успехом, да, это наши завистники, это какие-то люди, которые якобы делают вид, что они друзья, а таковыми не являются, да, и здесь они, знаете, как-то вот пытаются вас поддеть, да, то есть здесь какие-то подколки, как-то пытаются на вас давить, что-то вывести вас на какие-то эмоции. Здесь ваша задача, да, не поддаваться на вот это все, отстаивать, да, себя, свое мнение, свою позицию, да, потому что вы здесь победитель, понимаете, они просто вот уже давятся своим вот этим вот ядом, да, и никак не могут успокоиться, да, их вообще бесит ваш успех, понимаете, этих людей. Ну, пусть себе бесятся, да, вы просто от них отталкиваетесь, да, как он отталкивается от этих палок, и все. Не обращайте на них никакого внимания. Они никакой угрозы не несут, понимаете, их вот этот яд, он абсолютно для вас безразличен. Хорошо, переходим к личной жизни, да, шестерка пентаклей, о чем говорит? Она говорит о том, что в личных отношениях все прекрасно, да, то есть здесь взаимопомощь, поддержка, то есть здесь уважительное отношение к партнеру, да, к его желаниям. Здесь мы всегда готовы проявлять какое-то понимание, терпимость к партнеру, да, партнеры друг друга поддерживают. Если нет партнера, то это, возможно, появление, да, такого человека, или, возможно, есть какой-то друг, да, или какой-то человек, который вот все время как-то с вами, ну, все время близко, да, близко находится, и он всегда готов вам оказать эту поддержку в жизни. То есть тут по-любому человек не одинок. Если у него нет любимого партнера, то это просто какой-то друг или родитель. Может быть, там мама, папа, да, кто постоянно находится рядом и постоянно поддерживает человека. То есть здесь человек не одинок, однозначно в личной жизни, да. Есть человек, который всегда готов подставить плечо, да, в трудных ситуациях. Если вдруг что-то происходит, это как раз те люди, которые находятся с нами во время успеха и радуются за нас, понимаете. Радуются так же, как радуемся мы, да, а не как вот эти вот завистники, которые пытаются желчь пустить. В общем, в личной жизни все прекрасно. Что там на работе, да? На работе выпал рыцарь чаш. Ну, рыцарь, он вообще как бы ничего не говорит, да, о работе как таковой. Он больше говорит об отношении, о чувствах, да, о том, что мы
испытываем, знаете, нам очень нравится наша работа, мы ходим туда с удовольствием, у нас, да, хорошее настроение на работе, все там как-то ладится, вся работа выполняется играючи, очень хороший климат в коллективе, да, то есть хорошо подобранная команда. Также тут показывает, что предпочтение, да, больше отдается какой-то, знаете, такой более творческой, более художественной работе, да, где нет каких-то рамок, ограничений, где ты как-то вот, у тебя нет какого-то тайминга, да, где ты просто вот делаешь все в радости, в удовольствие, да, а не потому что вот сейчас вот так вот надо. То есть, ну, очень хорошая карта для работы. Ну, поэтому, понимаете, если вы свою работу делаете с удовольствием, она вам нравится, вы ее любите, вы и получаете успех. Понимаете, вы к этому успеху и приходите. Потому что свою работу нужно делать с удовольствием. Работа вообще от слова раб, да. Нужно не работать, а заниматься делом или заниматься бизнесом, да, как еще говорят. Ну, кто-то бизнес это прям совсем какие-то масштабы, да. А просто нужно заниматься любимым делом, да, независимо от того, там, вы учительница в школе, или вы там работаете в магазине, или вы кто угодно. Вы просто должны выполнять свою работу с любовью. Если вы туда идете с радостью и любовью, то рано или поздно приходит успех, и переходя к карте императрица, да, сразу же я говорю, что приходит и благополучие, понимаете, приходит какое-то развитие, рост, то есть все размножается, понимаете, наши успехи вот эти, да, их становится больше, и они начинают уже иметь какой-то финансовый, знаете, характер. Ну, то есть как бы у нас появляется такая стабильность финансовая, у нас появляется материальный ресурс, достаток появляется. Но тут важно еще этот достаток потом сохранить, да, то есть разумно его как-то использовать, приумножить, да, чтобы его стало больше. Потому что императрица, она говорит о процветании, благополучии, о комфорте. Она говорит о том, что у вас есть все, да, ну не только все, что вам необходимо, а у вас есть гораздо больше. Да, то есть она уже даже в какой-то степени говорит о таком, о благосостоянии и роскошной жизни, да. Ну, тут как бы карты подтверждают, да, они говорят, вы добились успеха, у вас в доме, да, как бы все хорошо, шестерка пентаклей, поддержка, у вас любимая работа, ну, почему бы не, да, не развиваться и не расти, да, и не увеличивать свое благосостояние. Тут все карты как бы об этом и говорят. И что у нас со здоровьем, да, тройка жезлов у скорпионов. Тройка жезлов говорит, прекрасное здоровье, крепкий иммунитет, очень много жизненных сил, да, тут прям вот такая выносливость, энергичность, да, ну тут противостоять всем вот этим, понимаете, завистникам, тут действительно нужно богатырские силы. Поэтому здесь вот моральная сила, сила духа очень серьезная такая. Если приболели, она говорит просто стремительное выздоровление, да, вечером приболели, там буквально через 2 дня уже как ничего и не было. По этой карте, кстати, идет еще удача в спорте, да, то есть если вы принимаете участие в каких-то соревнованиях, состязаниях, то здесь удача будет. Что тут еще может быть? Ну тут вообще, знаете, тут можно ставить рекорды, да, по своей физической силе, да, в общем, здесь у скорпионов это, ну, шикарная неделя, да, то есть какая-то победа, прям признание, когда весь мир вам аплодирует стоя, да, и говорит, да, ты просто вообще красавец, молодец. Поэтому дома хорошо, на работе прекрасно, с деньгами шикарно, со здоровьем тоже. Ну, единственный минус это вот эти люди окружающие, да, которые будут пытаться как-то пускать вам пыль в глаза и яд, да, ну тут, как говорится, надо понимать, да, что не все будут в восторге, да, от вашей такой удачной жизни, да, на этой неделе. Поэтому держите, да, держите оборону от этих людей, и все остальное будет прекрасно. Благодарю вас, скорпионы, за просмотр, за интерес, да, к моему видео, и жду вас на своих новых видео.